дамы и господа, мы продолжаем. И проборонская компания JFC представляет вам трехраундный бой в среднем весе. И в синий угол клетки добро пожаловать, боец из России. Встречайте, Николай Шапулинский! Так, следующий поединок, который мы с вами увидим, бой под номером 4. Николай Шапулинский, представляющий Россию. Ему 22 года, его рост 1,90 м. Забыл сказать, что поединок будет проходить в рамках среднего веса. 84 килограмма, и для этой категории надо сказать, что ростовые показатели у Николая весьма и весьма приличные. Представляет он бойцовский клуб «Стрела». Я так понимаю, что тренируется, наверное, у Тараса Кияшко. Мастер спорта России по ММА. Для него это профессиональный дебют. И чемпион России по любительскому ММА. То есть любительская база у Николая Шапулинского весьма и весьма серьезная. Да, посмотрим, сможет ли также грамотно Николай Шапулинский перестроить любительское ММА на профессиональное ММА. Сегодня у него, еще раз повторюсь, дебют. И позволит ли ему отработать и показать свою технику его соперник, боец, который представляет город Бишкек, Кыргызстан, Бексултан Амурзаков. Сейчас он появится, и мы о нем расскажем чуть более подробно. Из Кыргызстана. Дамы и господа, встречайте, Бексултан Амурзаков! А вот и он, Бексултан Амурзаков. Ему 27 лет. Старше он своего соперника на 5 лет. Ниже на 5 сантиметров, его рост 1,85 м. Представляет он бойцовский клуб Fighter. Победитель турнира WEF Pro Fight. Его рекорд в ММА: 2 боя, 1 победа и 1 поражение. Сейчас Бексултан Амурзаков имеет великолепную возможность сделать свой рекорд положительным, но также есть шанс сделать рекорд свой отрицательным. Посмотрим, к чему все это приведет. Хорошая, еще раз напоминаем, любительская карьера у Николая Шапулинского. Да, самое главное, выполнив норматив мастера спорта по ММА, по любителям, хорошо все-таки продолжать дебютировать, уже профессионально работать, когда уже хорошая база в любительском ММА у тебя уже есть. Показывает нам Шапулинского. Рост 190 сантиметров, вес 83,4 килограмма. Он мастер спорта по ММА. Профессиональный дебют в клетке, но является чемпионом России по любительскому ММА, представляющий бойцовский клуб «Ант» из Брянска, Россия, Николай Шапулинский. А вот его соперник красного угла клетки. Ему 27 лет, рост 185 сантиметров, вес 83,7 килограмма. Победитель турнира WEF Pro Fight. Его профессиональный рекорд: 2 боя, 1 победа, 1 поражение. И он представляет бойцовский клуб Fighter KG из Бишкека, Кыргызстан. Приветствуйте, Бексултан Амурзаков! Вы профессионалы. Правила знаем, не нарушаем. Слушаем мои команды. Уважаем друг друга. Пожали руки по углам. Так, последние наставления розданы, последние установки. И все готово к началу поединка. Еще раз напоминаем, 84 килограмма. Николай Шапулинский, супротив Бексултана Амурзакова.
бойцы. С лоу-кика начинает Шапулинский поединок. 3 раунда по 5 минут регламент данных боев. Весовая категория 84 килограмма. Международный бой. Николай Шапулинский, Россия. Бексултан Амурзаков, Бишкек, Киргизия. Бойцы работают в правосторонних стойках. И хороший такой встречный левый боковой со стороны Николая Шапулинского. Наверное, Николай будет стараться больше действовать с дистанции, ввиду того, что он повыше, рычаги подлиннее. Сейчас Но Николай он сам первым номером пытается идти и допустил ошибку. допустил ошибку. Посмотрим, что он будет делать, находясь снизу. И что покажет Бексултан, выйдя уже на боковой контроль. Но успевает закинуть ногу Шапулинский. Да, сейчас может закрыть ноги в гард и так прижимает соперника к себе Николай Шапулинский. Пытается максимально его обездвижить. И, в общем-то, у него получается. Более того, Николай наносит удары снизу весьма неплохие. Но это такие удары больше раздражающие, отвлекающие, нежели наносящие ущерб. Завязал руки хорошо Николай. Интересно, как будет вести себя в данной ситуации Бексултан Амурзаков. Пробивает по туловищу. Но пока мало активности мы с вами видим, поэтому, скорее всего, если так все будет продолжаться, поединок опять вернется в стойку. Николай хорошо защищается, не добавить, не убавить. Соперника он здесь контролирует, не позволяет себя бить. Да и Бексултан Амурзаков в этом отношении не очень-то и усердствует. Закрыты ноги в гарде у Николая Шапулинского. Да, мне нравится, как Николай работает снизу. Он и сам наносит периодически удары и хорошо прижимает своего оппонента к себе. Но вот сейчас попытался разорвать все. Дистанцию Бексултан нанес удар и опять его прижимает Шапулинский. Да, действий активных очень мало. Я думаю, что рефери остановит поединок и поднимет бойцов в стойку. Опять руки связаны у Бексултана Амурзакова. Даже не пытается он их освободить. Вот так сейчас редкими такими эпизодами работает молотками Бексултан Амурзаков. И с левой и с правой руки немного размоталась обмотка у Бексултана. Но я думаю, что здесь ничего страшного. И сейчас попытка была выйти на рычаг локтя, насколько я мог увидеть с этого ракурса. Но, во всяком случае, угрожает своими контрприемами Николай Шапулинский. Это и треугольник, конечно же, это и выход на рычаг локтя. Но вот я не очень понимаю, почему рефери до сих пор бездействует и соперников стойку не поднимает. А вот сейчас может быть опасно для Николая. И тут же Николай поднимается, улучив момент, хватает соперника за ногу. И сам пытается перевести бой на настил клетки. Неплохо. Но хорошо защищается. Да, да. Амурзаков, и еще не просто защищается, а наносит удары. Да, хорошую россиянина. растяжку продемонстрировал Алтарас. И очень хорошее чувство баланса. И здорово при помощи сетки, опять же, защищался Бексултан Амурзаков. Поединок продолжается в стойке. Лоу-кик. Хороший, жесткий лоу-кик. И здесь не углядел его Амурзаков. Принял в себя. Ноги нельзя отдавать ни в коем случае. Тем более, если бой пройдет всю дистанцию, это обязательно может сказаться. Была попытка пробить, по-моему, коленом, да, в прыжке, Да, в туловище. правильно нанес удар коленом Шапулинский, но Бексултан был готов и, зацепив ногу, опять в очередной раз перевел бой в партер, находится опять сверху и пытается работать на добивании. Здесь уже положение у Амурзакова более удобно для него, нежели в первом предыдущем эпизоде. Да, и сейчас опять выходит в гард Николай Шапулинский, закрывает ноги, но прижат он головой к сетке. Это, конечно же, затрудняет ему какой-то отходной маневр. Ну, надо просто от этой сетки по возможности ему уходить и впоследствии уже выбираться из этой позиции. Хотя мы уже с вами видели сегодня, что предостаточно различных контрмер для того, чтобы работать со спины. Да, хорошо прижимался Шапулинский и заработал то, что рефери останавливает поединок и поднимает бойцов в стойку. Продолжается поединок в стойке. Еще раз скажу, это первый раунд трехраундового поединка в весовой категории до 84 килограмм. И вот опять идет сближение, которое Николаю Шапулинскому, как мне кажется, невыгодно.
Не стал он прихватывать шею, сейчас больше заботится о том, чтобы его в партер не перевели, а между тем первый раунд заканчивается. Эльдар, на твой взгляд, кто выиграл стартовую пятиминутку? Ну, благодаря переводам в партер своего соперника, Бексултан Амурзаков, я думаю, все-таки получает те баллы, которые ему дадут плюс для того, чтобы первый раунд остался за ним. Да, были хорошие удары от Николая Шапулинского по ногам лоу-кик, и руками в голову он наносил удары. Но два эпизода мы видели перевода в партер от бойца из Кыргызстана. Это такие большие плюсы в его сторону. Посмотрим, что будет во втором раунде. Также надо наносить удары Николаю ногами. Хорошо у него получается, лоу-кик. Но вот сейчас был нанесен удар в затылок, и приносит извинения Бексултан за эти удары. Но серия была неплохая в любом случае, несмотря на то, что попал в затылок. Это было непреднамеренно. Бексултан сразу же извинился за свои деяния и хороший обмен. Но там и Шапулинский очень опасно контратаковал со своей левой руки. Оба работают в левше. В очередной раз перевод в партер, и мы видим, шею захватывает Шапулинский своему сопернику. Плотный Хватит захват, ли кстати. сил, да, выполнить удушающий прием. Всё. И великолепная победа Николая Шапулинского удушающим приемом. Вот так, немного отдав первый раунд и дав возможность перевозить себя в партер, Николай сразу же во втором раунде при первой же попытке перевода в партер проводит удушающий прием. Эльдар, а тебе не кажется, что в данном случае Николай Шапулинский соперника в эту гильотину просто заманил? Каждый раз давая себя вот так я и говорю. переводить, да? Мне показалось, да, что вот неспроста он давал себя переводить в партер и, как говорил ты, Роман, не брал шею. Не брал шею и дал возможность своему сопернику расслабить шею. Хорошо, очень грамотно защищался Николай, находясь снизу. И вот теперь мы увидели, что даже не сразу понял Амурзаков, что бой остановили. Он пытался все-таки продолжать работать, пока уже ему и Николай постучал по спине, дал понять, что бой закончен. Брянск, Россия! И аплодисменты его сопернику Бексултану Амурзакову. Итак, дамы и господа, мы продолжаем и представляем вам Продолжаем трехраундовый следить бой за в турниром полусредней GFC, который Синий состоялся угол в клетки. Бишкеке. Бой Добро номер 5. пожаловать, боец из Грузии. Встречайте, Георгий Кекелия! Поединок будет проходить в весовой категории до 77 килограммов. Это полусредний вес. И прекрасно известный нам спортсмен появляется. Это Георгий Кекелия, представляющий бойцовский клуб «Стрела». Ему 26 лет, его рост 1,82 сантиметра. Победитель Кубка Рената Садыкова по боевому самбо 13 и 15 годов. Чемпион Москвы по боевому самбо. Чемпион Центрального федерального округа России по ММА. Ну и также участник реалити-шоу «Файтер» 4 сезон. Георгий вышел с двумя флагами, Да, ну Эльдар хорошо знает Георгия, поэтому ему есть что сказать. Георгий очень интересный боец, достаточно часто он проигрывал, травмы. Красный угол клетки. Приглашается боец из Кыргызстана. Приветствуйте, Нурбек Кекелия иногда именно за счет того, что функциональная готовность оказывалась не на высоте, Георгий отдавал поединки, в которых, в общем-то, мог одержать победу.
Чемпион Кубка Рената Садыкова по боевому самбо 2013-2015. Чемпион Москвы 2012 по этому виду спорта и чемпион Центрального федерального округа России. Дамы и господа, представляющий бойцовский клуб «Стрела» из Грузии Георгий Панда Кекелия. А вот его соперник в красном углу. Бойцу 23 года, рост 180 сантиметров, вес 76,5 килограмм. Он чемпион Кубка Time to Fight, битва на Поклонной горе 2015. Представляет бойцовский клуб Чашкуч из Бишкека, Кыргызстан. Приветствуйте, Нурбек Сапаразиков. Рефери бой Марат Суров. Пах, не бить. Парни, вы профессионалы, покажите честный, красивый бой. Пожали по углам. Еще раз напомню, весовая категория до 77 килограмм. Еще очередной международный поединок. Георгий Кекелия, Россия, Грузия. Нурбек Сапаралиев, Кыргызстан. Первый раунд. Пытается поддавливать Кекелия. Да, занял центр октагона. Сразу же атака, но это было прежде всего выполнено для того, чтобы сблизиться, сократить дистанцию и уже попробовать соперника перевести на настил ринга. Но мы видим, что Нурбек не растерялся, очень грамотно развернул соперника спиной к сетке и сам начинает работать. Причем у него руки находятся в более выгодном положении, как мне кажется, и они позволяют соперника контролировать и в дальнейшем развивать свой успех, развивать вот эту самую ситуацию. Бьет Георгий Кекелия, пара ударов, кстати, пришлись по затылку, как мне показалось. Но достаточно сильный физически Нурбек Сапаралиев. Мы видим, что прям сжимает он Георгия Кекелия клетки и будет сам пытаться перевести еще бой в партер. Хотя хотел изначально это сделать Кекелия. Да, вроде бы попытался забрать шею Георгий, но понял уже, что затея это бесперспективная. И хорошо тут с зацепом попытался Георгий Кекелия соперника перевести на канвас. Сейчас такая идет, да, немного борьба похожая на то, что происходит в греко-римской борьбе, когда идет крест-захват, да, чуть-чуть похоже, да, потому что захват не такой уже у Георгия Кекелия, да, он сейчас руки, опять же, соперника контролирует. Есть работа коленями. Вот в начале поединка я как раз и говорил о физических возможностях Георгия Кекелия. Посмотрим, прибавил ли Георгий физику. Вот в данный момент, в данном эпизоде мы видим, что физически очень сильно напряжены бойцы и очень много сил отнимает клинч, который в данный момент показывают оба бойца. И посмотрим, кто же все-таки физически правильно подошел к данному бою. Опять пытается забрать шею Георгий, но выполнить гильотину в стойке здесь вряд ли получится. А вот сейчас вполне, потому что Георгий Кекелия закрывает ноги за спиной у соперника, забрав шею и душит соперника представителя Грузии. Нурбек Сапаралиев. Захват плотный, но Нурбек Сапаралиев пока сдаваться не собирается. И такое ощущение, что одной... Нет, я думаю, что Нурбек Сапаралиев из этого захвата выберется, да, по крайней мере. Но в предыдущем поединке одноклубника Георгия Кекелия Николай Шапулинский также выполнил удушающий прием, как и пытался в данный момент выполнить Георгий Кекелия. Да, и не будем забывать также о том, что человек, который выполняет гильотину, также тратит немало сил. Даже побольше. Да, может быть даже и больше, чем тот, кто терпит в момент этого приема, кто-то пытается уйти от этого технического действия. Но так или иначе, Нурбек Сапаралиев от захвата освободился и работает сверху. В гард, ноги закрытые в гарде у Георгия Кекелия. Ну, хорошо защищается пока Георгий Кекелия, силы еще есть у него. Мы видим, что не может разорвать захват Нурбек Сапаралиев. Замедлились немного спортсмены. Вот сейчас мне не очень понятно, чего хочет добиться Нурбек Сапаралиев, потому что он сам к сопернику прижимается. Таким образом, он и захват не выполняет, да, например, для выполнения ручного треугольника.
и нет у него возможности для нанесения ударов. Вот только сейчас так, поднимается на ноги Нурбек Сапаралиев. У него была тактика, Роман. Он прижимается, потом пытается сразу разорвать захват, нанести удар и опять начинает подниматься. И вот сейчас хорошо Георгий Кикелия контрит. Мог выйти он на фулл маунт. Провести удушающий прием, опять захватил шею, но Нурбек Сапаралиев уже не отдает свою шею. Он прижимается к Георгию и вырывает свою шею. Да, но и там не было контроля ногами, поэтому, конечно, Георгий Кикелия задушить соперника одними руками было бы очень тяжело, практически невозможно. Все возвращается на круги своя. Георгий Кикелия работает на спине. Более того, голова его прижата к сетке, поэтому ему будет тяжелее уходить от ударов, если, конечно же, они будут. А они вот, вашему вниманию представлены. Несколько ударов и по туловищу и с переводом на голову были выполнены со стороны Нурбека Сапаралиева. Продолжается поединок в партере, и мы видим, что бойцы только начали проводить свой бой в стойке, и как только начался партер, они уже не поднимаются. Каждый работает, выполняет свою задачу. В данный момент мы видим, что Нурбек Сапаралиев, находясь сверху, выматывает своего соперника Георгия Кикелия. Мы это видим, он давит на него. Очень сложно находиться снизу, и когда на тебя давят, очень сложно дышать. Закончен первый раунд. Сейчас освободил правую руку Нурбек Сапаралиев, несколько хороших ударов нанес, и вот как раз за этими техническими действиями спортсменов и застала концовка первого раунда. Конечно же, стартовый раунд остается за Нурбеком Сапаралиевым. Георгий Кикелия неплохо защищался. Пытался выполнить удушающий прием, была у него такая возможность, но перетерпел Сапаралиев, и мы видим, что устали оба бойца после первого такого тяжелого раунда. И вот опять здесь на первый план будет выходить функциональная готовность спортсменов. Как они подошли к этому бою, насколько грамотно они смогут распределить силы. И вот здесь хороший момент был у Георгия Кикелия сесть в маунт, но Нурбек Сапаралиев вовремя сориентировался и опять соперника на спину вернул. Второй раунд. Второй раунд. Лоу-кик наносит Кикелия. Еще один, но ждал этого момента Нурбека и сразу же ногу подхватил, но Георгий хорошо защищался. Видимо, не слишком он горит желанием бороться, хочет попробовать себя в стойке. Ну и, как мы уже отмечали, борьба довольно энергозатратное дело, в отличие от стойки. Так что здесь Георгий пока работает с дистанции, действует от соперника вторым номером. И опять мог. Без 5 минут, как говорят, переводов. Без 5 секунд, наверное, даже. Секунд. Уже практически должен был бы сверху оказаться Кикелия, но Нурбек Сапаралиев каким-то чудом опять выворачивается и сам находится сверху. Пытается закинуть ногу на шею Георгий. Сопернику очень сложно это сделать. И опять мы видим контроль со стороны Нурбека Сапаралиева. Да, может быть, вот такие бои, когда один соперник находится сверху, другой внизу с гардом, они, может быть, выглядят не очень зрелищно, да, и не динамично, но, с другой стороны, это тоже положение вполне характерное для ММА, классическое даже, поэтому от него никуда не деться. Вопрос лишь в том, какую активность демонстрируют нам бойцы. И если на что посмотреть здесь, в данной ситуации мы видим, что Нурбек Сапаралиев пытается руки освобождать от захвата и наносить удары по корпусу и в голову. Но здесь уже... И измотать также он пытается своего соперника. Вот эти неприятные удары, которые он наносит, и находясь сверху. И вот здесь была, как мне показалось, неплохая возможность у Георгия Кикелия, пока соперник... Ногами оттолкнуть его. Да, оттолкнуть ногами или же наоборот забросить ноги на шею, на треугольник, попытаться, потому что сейчас уже это будет сделать гораздо сложнее. Продолжает работать сверху Нурбек Сапаралиев. Георгий Кикелия в защите вяжет оппонента, вяжет ему руки, но все равно пропускает удары в корпус. Конечно, это не что-то смертельное, ужасное для Георгия Кикелия, но в любом случае это неприятное, это сбивающие дыхание удары. Причем мы с вами видели даже на примере того же самого Прайда, да, когда в таком положении удары по ребрам приводили к травмам, к переломам ребер, и поединки останавливались. Но также можно сбить, серьезно сбить дыхание.
Вот сейчас рефери останавливает бойцов, поднимает их в стойку. И здесь, конечно, очень много сил оставляют в партере оба бойца. И здесь очень будет играть функционалка очень важную роль. Вот так я хочу сказать. Хотел бы увидеть бойцов в стойке, как бы они подрались бы в стойке, но, к сожалению, вот опять почему-то сам Георгий Кекелия пытается перевести бой в партер, у него это не получается. В очередной раз сверху Нурбек Сапаралиев оказывается и опять будет также вязать и выматывать его соперника. Ему так удобно работать, и баллы также идут в его сторону, его плюс. Да, согласен полностью. Не совсем объяснимые действия со стороны Георгия Кекелия. Вроде бы он попытался кинуть хай-кик с передней ноги, потом, наверное, это было предвестником тому, что он будет работать в стойке, но нет, пошел на сближение и в итоге позволил сопернику себя накрыть, и мы с вами уже видели второй раунд уже на исходе практически, и мы видели, что из этого положения Георгий ничего извлечь не может, он только защищается и все. Да, периодически те удары, которые Георгий наносит по Нурбеку, я думаю, они не такие опасные, не такие серьезные. А вот то, что наносит Нурбек Сапаралиев, находясь сверху, вот эти удары довольно неприятные. Да, активность в партере присутствует, рефери не будет при таких обстоятельствах поднимать бойцов в стойку, и они также продолжают работать. Но если так будет продолжаться, я думаю, мы увидим обязательно третий раунд. Да, все идет к тому, потому что Георгий Кекелия серьезных ударов не пропускает. Какие-то попытки контратаковать он не предпринимает, поэтому Нурбек Сапаралиев, демонстрирующий активность, конечно же, здесь доминирует. 2 раунда пока остаются за ним. Ну вот Георгию в третьем раунде необходимо будет что-то придумывать, потому что даже если он третий раунд себе заберет, то, соответственно, со счетом 1-2 проиграет. Но может быть, правда, в стойке попытаться поработать и пострелять. Неплохо работать ногами Георгий, но неплохо двигается. Немножко непонятно, почему он полез в борьбу сам. и опять же, 2 раунда изматывающей борьбы. Останутся ли силы на работу в стойке в третьем раунде? Завершен второй раунд. Пока что очень уверенно бой забирает себе Нурбек Сапаралиев, работая сверху. Не без помощи Георгия Кекелия, будем говорить прямо, потому что эпизод во втором раунде, который случился, наглядно нам показывает, что Георгий Кекелия вроде бы рад бороться с соперником, но, наверное, в данном случае следовало бы избрать чуть более другую тактику. Даже, наверное, не чуть более, а диаметрально противоположную. Как то работа в стойке. Третий раунд. Да, мы не видим тренера Георгия, Тараса Георгий, они сами являются бойцами. Я думаю, это тоже страшно. Заключительный третий раунд. Вот и решающий третий раунд. Третья пятиминутка. Бросается в атаку Нурбек Сапаралиев. Неплохая серия, кстати, была. Руки, потом подключил ноги. Георгий Кекелия отвечает, отдает ногу и очень легко сваливает его Нурбек Сапаралиев. Работает Георгий. Нурбек обрабатывает бедра и голени своего оппонента. Георгий сразу же поднимается в стойку. Но вот его шанс. И я так понимаю, что Нурбек Сапаралиев принимает правила игры соперника, сам в борьбу лезть не будет, и бойцы постараются подарить нам с вами и болельщикам интересную работу в стойке. Обмены, хорошие серии, комбинации. Но вот пока, мне кажется, Георгий Кекелия восстанавливается, опять идет в борьбу, и посмотрите, опять какая ошибка. И тем более издалека. Неподготовленный проход абсолютно. Сапаралиева. Понятно, что это была бы неожиданность для Сапаралиева, но здесь, конечно, опять очередной подарок бойцу из Киргизии, который, на мой взгляд, очень грамотно проводит свой поединок. Да, он очень хорошо. Ничего лишнего не делает, он и поработал. Он не против поработать в стойке, я смотрю, и работает в партере, на добивании, и очень хорошо функционально дышит.
Да, и здесь, в общем-то, Нурбек Сапаралиев легко и с удовольствием принимает подарки, которые делает ему Георгий Кикелия. Уже 2 таких подарка мы с вами увидели от грузинского спортсмена. И вот опять идет сближение, да, идет работа в клинче, которая Георгию невыгодна абсолютно. Ему нужно забирать раунд со счетом 10-8, это минимум. А еще лучше отправить соперника в нокаут или засабмитить. Но опять Георгий Кикелия оказывается на спине. Нурбек Сапаралиев наверняка нам вновь продемонстрирует хороший контроль. Позиция half-guard, то есть одна нога контролируется Георгием Кикелия. Если сейчас он этот контроль потеряет, то вполне вероятно Нурбек залезет в маунт, и тогда уже у Георгия начнутся настоящие проблемы. Пытается вытащить ногу Нурбек от захвата Кикелии. Да, тяжело приходится Георгию именно в физическом плане. И мы видим, что изматывает его оппонент из Бишкека. Не дает возможности подняться на ноги. Вот пытается всеми силами перевернуть и скинуть с себя Георгий Кикелия. Ну а тем временем Нурбек уже в маунте. Очень хорошая позиция у бойца из Киргизии для того, чтобы бой завершить досрочно. Хорошо разворачивается Георгий, но опять возвращает его примерно в то же положение. Да, посмотрите, прям подтаскивает к сетке Нурбек Сапаралиев. Это говорит о том, что он прекрасно знает, что делать в той или иной ситуации. Ну, по крайней мере, в этом положении Нурбек все делает исключительно грамотно. Георгий опять вяжет руки соперника. Да, в защите действительно Георгий хорош. Тут что и говорить, очень мало ударов пропускает серьезных, минимальный ущерб. Грамотно вяжет. Но на одной защите бой не выиграть, к сожалению, для Георгия Кикелия и его болельщиков, его тренеров. Очень сложно будет здесь рассчитывать на благосклонность судейскую, тем более, что, в общем-то, победу, как вы понимаете, давать-то и не за что. Потому что все 3 раунда Нурбек Сапаралиев провел сверху, провел в контроле, провел в атаках своих. И что говорить, Нурбек Сапаралиев и физически намного крепче, чем Георгий Кикелия. В первую очередь, наверное, вот этот плюс, о чем мы в начале поединка говорили с Романом. Очень важно в ММА иметь хорошую физику. Ну что, концовка. Попытался Георгий нанести неожиданный жесткий удар рукой в голову. Готов был к этому эпизоду Нурбек Сапаралиев. Сам пытался перевести. И вот теперь в очередной раз мы видим, что он находится сверху, наносит 2 жестких удара по россиянину. Видно, что и Нурбек Сапаралиев подустал. Тяжело ему пришлось тоже в этом поединке, хоть он и практически в одну сторону выигрывает, но пришлось ему уходить от удушающего приема. Пришлось ему много возиться в партере и, конечно, обоюдно такой изматывающий поединок для одного и второго бойца. Снова рефери останавливает поединок. Бойцы перемещаются в стойку и опять сокращает дистанцию. Нурбек Сапаралиев, видимо, понимает, что силы также его оставляют. И, наверное, в стойке надо быть ему максимально осторожным, чтобы шальной удар не пропустить, потому что пока бой складывается в его пользу. Пошел вперед Георгий. Неплохо вроде бы соперника В левой. первом раунде бы вот это проделать, когда были силы. Да, сейчас уже Поединок скорость. завершен. Да. Ваши аплодисменты. Вот и все. Слово Бой за закончен. судьями. И здесь мы вынуждены констатировать победу Нурбека Сапаралиева. Еще раз подчеркиваем, не без помощи Георгия Кикелия. Слишком много подарков, слишком много ошибок, таких не свойственных.